Я приехал из Москвы, так получилось долгие годы, я жил и работал в компанию Драконта в Ашхабаде, Туркменистан. Многое, что сказано здесь, касается того, я был очевидцем, и к тому же я родился, так получилось, в Чечено-Ингушетии, и все мои предки, родители, деды были репрессированы и столкнулись с беззаконием и несправедливостью. Один из философов западно сказал, когда в жизни исчезает справедливость, не остается ничего, что придавало бы смысл жизни. Это был Иммануил Кант. Поэтому я сегодня приехал сюда, чтобы поддержать наших братьев в Таджикистане. И мы получаем с утра сообщения, когда наши коллеги, я был там в январе, адвокат Йоров, как адвокат партии, был арестован за оказание юридической помощи, адвокатской помощи партии, которая существует более 25 лет. И очень важно, что в стенах ОБСЕ, можно сказать, ОБСЕ была структурой, которая гарантировала мир в Таджикистане. Это мирное соглашение было подписано в Кремле. И вот сразу же рекомендация. Хотелось бы, если такие уважаемые организации, безусловно, подписывают соглашение, выступают гарантом, чтобы рядовые граждане, которые далекие, может даже от образования, от такой цивилизации, как западной, немножко в силу определенных обстоятельств, показывали пример исполнения или заставляли как-то участников выполнять такие соглашения, когда вам поверили. Иначе, получается, люди не верят в закон, они верят в силу оружия. Есть одно явление, которое ни от кого я здесь не услышал, когда вот насилие и работорговлю возглавляет сами руководители государств. Таджикистан пример тому. Вот закон насилуется с помощью закона, опосредованно насилуется население. Из Таджикистана бегут миллионы людей, 1 200 000 в России. Бегут в публичные дома. Это не характерно таджикскому народу. Это как раз таки порождает другое явление, чем борется Запад. Терроризм. Вот где источник. Власть, насилующая закон. С помощью одного закона придумывает другие законы и смело действует без всякого контроля. Поэтому Азия становится опасной. Кто-то должен обратить внимание. Конечно, или это сделает Россия, и на Западе будут паниковать, или должны вот такие структуры обратить внимание, вот таких деспотов остановить, чтобы не нарушали права человека. Сегодня мы также, я хочу сказать, потребовали моему коллеге, адвокату Йорову в Таджикистане 25 лет лишения свободы, якобы за отношения с клиентами. Ему взялся помогать его брат, адвокат. Его тоже арестовали. Месяц ничего о нем не известно. Фамилия Йоров. В последующем арестовали их сестру. Уничтожает семьями. Вы понимаете, есть такое явление, наверное, вам сложно это понять. Когда люди не могут выйти с населенного пункта, они условно арестованы. Населенный пункт Кишлак, село становится тюрьмой, зоной. Что делать людям? Куда бежать? В запрещенном государстве России, исламское государство, 5000 порядка таджиков воюет министр Абак таджик. Может, ему надо идти на север, чтобы навести порядок? Я думаю, вот хотелось бы обратить внимание ваше, уважаемые друзья, чтобы все-таки обратили внимание на такие факты. Журналист арестовывается на 28 лет. Абдуллахор Даулат. 28 лет лишения свободы за то, что он журналист. И нет никакой возможности ничего сделать. Поэтому есть люди, я вас уверяю, которые поверили в справедливость. Прошу вас учесть эти обстоятельства. Спасибо большое.